ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В минувшую субботу на полигоне ДОСААФ прошел второй этап первенства Республики Коми по автомногоборью. Изначально соревнования планировали провести 27 января, но погода не позволила, была сильная метель. Казалось бы, экстремальные условия прошли, но незадолго до новой даты начались морозы. Правда, это не испугало организаторов, хотя и в минус 20 участников заметно поубавилось. На старт вышли 23 авто. Их задача – быстро и четко пройти километровую трассу. Многоборье оно сочетает в себе различные элементы. Это опять же есть участки на скорость, участки на правильность, то есть как в виде восьмерок проехать. И получается вот заехать в гараж, это как скоростное маневрирование. Соревнования проводились в 4 зачетах. Спорт для профессиональных гонщиков, стандарт для водителей легковушек, 4×4 для полноприводных авто и леди для пилотов слабого пола. Если мужчины, как правило, идут на соревнования, что называется, себя показать, то для последней из перечисленных категорий автомногоборье имеет практический смысл. Мне просто хотелось отточить свое мастерство и умение находиться на трассе, потому что до этого я перевернулась на трассе. Для души я получаю удовольствие, но у меня никогда не получается время. То есть то, оказывается, у меня ручник порван, я не знала, и у меня не затягивается. Когда у меня все хорошо с ручником, то лысая резина. Вот так с улыбками и смехом Ирина добралась до 3-го места в своей группе. Первая досталась Екатерине Сидельниковой из Ухты. Среди пилотов полноприводных авто лучшими стал сосногорец Роман Тыркасов. В зачете стандарт золото также у жителя Сосногорска Алексея Репина. Победа в разряде спорт досталась ухтинцу Вадиму Тюленеву. Следующий, 3-й этап соревнований пройдет в конце февраля и будет посвящен Дню защитника Отечества.